привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет! Ахой! А у нас на повестке дня 3 интересных сюжета, и первый из них это обзор книги британской писательницы Полы Хокинс «Девушка в поезде», по которой сняли недавно фильм. И этот фильм уже в прокате. Сюжет достаточно интересный. Он понравится читательницам именно женского пола. читательницам женского пола. Читательницы мужского пола могут проходить мимо. Британская писательница. Книга «Все действия происходят в Британии». В фильме все будет происходить в Нью-Йорке. Вот этот вот перенос портрета, среднестатистического британца, наверное, будет смотреться как-то по-другому. Если бы девушка ехала, допустим, не из пригорода Лондона в Лондон, а ехала бы откуда-нибудь из Красногорска в Москву, в общем-то, ничего бы не изменилось. И наблюдала за семьей из окна. Да, по большому счету ничего бы не изменилось, только она бы смотрела не на домик в викторианском стиле, а на чью-то дачу. И это было бы гораздо хуже, наверное. Огороды. Это напомнило мне отрывок из фильма «Охота на пиранью». Да, кстати говоря, «Охота на пиранью» шикарный фильм. Очень шикарный. Между прочим, тоже экранизация. Ты Да? читала книгу? Нет. «Охота на пиранью». Как вы знаете, в городе у нас нет железной дороги и нет поездов, поэтому вместо девушки в поезде в этом сюжете будет мужик в машине. В этот раз, я честно скажу, экранизацию я не смотрел, а читал только книгу, поэтому все, что я сегодня буду говорить, будет связано именно с книгой. Что мне было непонятно? С первых же страниц это язык книги, который оказался больше похожим на язык дамских романов. Очень абстрактно описаны все обстоятельства, нету никаких деталей. Но и самый главный минус. Сюжет этой книги мне показался неправдоподобным. Я просто не поверил в эту историю. Кажется, что автор просто взял какую-то абстрактную мысль и попытался описать историю, притянув ее за уши к этой мысли. Разворачиваемся мы, потому что мы доехали до границы нормальной дороги. Все, абсолютно все персонажи этой книги ужасны. Очень плохие люди. Просто... Sorry, I was honestly just trying to help you. You're Tom's crazy ex. Там нету положительных героев, что приближает эту книгу к классикам, к мертвым душам, к поэме, где тоже не было положительных героев, но там хотя бы было весело. Один там только и есть порядочный человек. Да. И тот, если сказать правду, свинья. Теперь поговорим про плюсы. Книга легко читается, и так как по объему она крайне невелика, читать ее легко. Для переводной литературы это всегда большая условность, оценка языка. Я прочитал несколько страниц в оригинале на английском. Перевод выполнен более или менее схоже с оригинальным текстом. В обзорах, когда я только думал прочитать эту книгу, я прочитал такую фразу: «Это как исчезнувшая, только более динамичная». Дорогие друзья, это наглая ложь, потому что «Исчезнувшая», несмотря на то, что является по объему более крупным романом, по факту является гораздо более динамичным произведением. Стоит отметить, что эта книга вошла в многочисленные топы, в первую очередь по количеству продаж. Я попытался понять, чем же книга так привлекла огромное количество читателей. Я вышел в интернет с таким вопросом. Невероятно. Вот к какому выводу я пришел. Мне кажется, что эта книга настолько популярна, потому что прекрасно описывает кризис 30-летних. 30 или за 30, или ближе к 30. Но жизнь не складывается. Не могут найти работу, не ладится с личной жизнью. Весь комплекс проблем прекрасно описан в этой книге с достаточно достоверным психологизмом. Автор приходит к тому, что просто нужно вести здоровый образ жизни, потому что иначе все в жизни пойдет наперекосяк. Буду ли я советовать эту книгу своим друзьям? Скорее всего, нет. Если вы захотите поспорить со мной в плане того, что эта книга хороша, или захотите приложить какую-то другую книгу для обзора, пишите нам в сообщество ВКонтакте, или в Инстаграме, или на Ютубе. Все. В следующем сюжете речь пойдет о нейл-арте.
Раньше ногтям не придавали такого особого значения, а сейчас делают всякие дизайнерские рисунки. Даже на модных показах дизайнеры большое внимание уделяют именно рукам. В Венеции в стародавние времена мужчины красили ногти. Богатые слои красили в черный цвет. То есть все наши блэк-металлисты практически все богатеи. А низшее сословие красило в зеленый. Почему в зеленый? Это что такое? Цвет болота какого-то. Болото, днище. Что касается длины ногтей. У меня была одногруппница, у нее были вот такие когти орла. Ручку нормально не могла держать. И когда написала лекцию, вот это цоканье по парке, когда было слышно, меня это раздражало. Она, может быть, там шла на реку и ловила рыбу ими. Зачем такие длинные когти? Вот женщины, для чего? Для чего? Нет, я Ответь! А я никогда, я что? такие длинные никогда не отращиваю. Я вообще Я не понимала, музыкант. потому что ты не можешь нормально управлять своими конечностями. Зато можно висеть на ветке. Вообще, в первую очередь, на что внимание обращают? На обувь и на руки. Да, она Да, настолько плохое можно да. понять. Дело в том, что у нас еще погода такая в Якутске, что когда ты в пазике трясешься, и там все варежками тебе в лицо тыкают. Там А ты ногти успеваешь рассмотреть. Да. О-о-о. Почти каждая девушка хочет сделать оригинальный маникюр, который продержится не одну неделю. Мы в гостях у нейл-мастера Ангелины Васильевой, которая поделится советами по уходу и дизайну ногтей. Мой день рабочий начинается с подготовки инструментов. Помимо пилочки и ножниц еще используется в работе пушер, фрезы. Это специальные насадочки для аппаратного маникюра. И все. Полностью ноготь, естественно, обрабатывается. Когда уже потом в конце убирается кутикула, то ее желательно одним средством убрать. Как подбирают форму? Ну, отталкиваясь от самого ногтя, допустим, по ширине ногтевой пластины, чтобы визуально ноготь как бы казался более аккуратным. Ну, есть заостренная форма, потом уже миндаль и квадрат. Но если короткие ногти и сама ногтевая пластина, она довольно-таки сама по себе широкая, то нежелательно использовать светлые тона, теплые, то что зрительно она будет увеличивать. А какие оттенки являются более актуальными? Ну, я думаю, что зеленый, бордовый, красный – это самые такие ходовые, темно-синие, черные. Сейчас популярна очень втирка. После того, как мы наложили цвет, нужно обязательно покрыть топом. Это завершающий этап. После этого маникюр сразу выглядит более законченным вариантом, также придается блеск, и весь маникюр за счет этого и держится. А есть ли какие-то правила ухода, чтобы он держался дольше? Постоянный тоже контакт с водой он вредит. Гель-лак, он начинает немножко трескаться, и поэтому потом он начинает разрушаться уже. В принципе, есть разные дизайны, которые можно также украсить маникюр со своей изюминкой, чтобы он не был пустым. Возможно ли дома как-то научиться именно росписи? Ну, думаю, что да, если смотреть какие-то видеоуроки. Но если лежит к этому душа, да, конечно, если ты будешь тренироваться, то и можно какие-то вензеля там научиться рисовать или еще что-нибудь в этом роде. Все же лучше, конечно, проходить подготовки обучения. И третий наш сюжет посвящен теме живописи и рисования. Рисовать может научиться каждый абсолютно. Это не как в музыке. Типа, у тебя есть слух, нет слуха. В рисовании совсем по-другому. Я с этим не соглашусь. Мне кажется, все равно должно быть у человека какое-то призвание или хотя бы чуточку таланта. Творческое мышление тоже можно развить. Все в твоих руках. Рисуй, учись. Но тут, мне кажется, вопрос даже больше в том, кто сколько времени готов уделять своему хобби и вообще относиться к этому как к какому-то жизненному призванию или именно как к хобби. Нам поступил звоночек с вопросом, а что же там такое интересное рисует Илья? Я рисую худую версию себя. Какой я чемпион! Какой чемпион джиу-джитсу. Я себе нарисовал черный пояс с 3 страйпами. А ты можешь рисовать и разговаривать или это сбивать? Ну нет, я могу, я что сейчас и делаю. Ты вдруг начнешь рисовать то, что ты говоришь. Да, я начну просто слова вплетать как бы.
Вообще работа от начала и до конца – это поиск. Для начала мы компонуем, будто бы лепим из пластилина. Скажем так, это даже не работа вовсе. Я прихожу сюда и отдыхаю душой. Общение с людьми, особенно с творческими, это великая радость. И так хорошо мы тут проводим беседы под приятную музыку. Это чудесно. Нет ничего конкретного. Детали чуть позже пойдут. Стиль, конечно же, должен быть у каждого художника свой. Если нет индивидуальности, значит, и художника как такового нет. Я никогда не навязываю свое мнение. Нотку индивидуальности обязательно нужно увидеть в человеке и попытаться его развить. Как-то вот указать на то, что вот у тебя вот это хорошо получается. А если же у него нет, то можно ему предложить. Когда строим лицо, сначала ищем вот эту троицу. Глаза, нос приподнимается и ложится немного дальше, чем длиннее. Уголки глаз обязательно должны лежать на линии, иначе у нас получится так, что глаза будут на разных уровнях. Wake up to the sound of your fleeting heart. Wake up to the sound of your fleeting heart. Очень много бывает таких, скажем так, кукольных, красивых людей, которые внутри не то что пустые, нет в них какой-то истории. Осталась только красивая картинка, куколка. А красив тот человек, у которого все-таки есть внутренний огонь. Натурщик, он человек с историей. Если в карандаше решили, то ни в коем случае не надо вот растирать пальчиком. Это некрасиво, это непрофессионально. Среди наших художников якутских больше мужчин. А что присуще мужчинам, это все-таки четкость, лаконичность. Немножечко не хватает женской руки, скажем так, да, разбавить немножечко. Мы хотим создать новый образ якутского художника. Создать что-то необыкновенно яркое. Я не говорю ни в коем случае, что они блеклые. Просто хочу создать что-то новое. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Заходите в наше сообщество ВКонтакте PropTV, к нам в Инстаграм prop.tv и на YouTube PropTV. Увидимся через неделю. Всем пока! Всем пока! Пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельно-имущественные отношения, документационное обеспечение управления, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. Якит, будущее в твоих руках. Я выбираю жить в Каи. Узнали? Макс Корж в Якутске, 17 декабря. ЦСП Триумф. Все альбомы, все хиты. Мы знаем, где пролетит мотылек и где будет крутой флэп, где небо поможет нам. Мы выбираем жить в кайф. Генеральные партнеры: сеть ЕКТ.ру, Центр паровых коктейлей «Куба». Билеты в кассах кинотеатра «Центральный» и «Синема Центр». 12+. Слово пацана.